حقيرة مقيرة غامرة غدوك حدوخة مدوخة فاكورة غدوك Gerçekten ve Respublik. Fakat 7 июля 1924 году в Ингушской области Хайей Цуганца Баши, дома, так общее Баши, да. В республиканский хакмиже глава еда, тяхандяка тухат, тяхандяка дёк сентябрь. В Лалку 6 июля, 27 халдирда. Лалку празднует дядя столетие. В датяхандяка сентябрь. Хандяка тухат. Задачи у Артахана обращению векам. Бисмиллахир рахманир рахим. 7 июля жители Ингушетии отмечают столетний юбилей образования ингушской государственности. Для каждого жителя республики этот день не просто дата в календаре, а целая история воспоминаний взлетов и падений, светлых и черных страниц истории нашего народа, памяти, уважения и бесконечной любви к родине. Много горьких событий произошло за это время. Потеря столицы Ингушетии, города Владикавказа, незаконная и преступная передача ряда исконно ингушских земель в состав соседних субъектов, потеря государственности в 1934 году, репрессии по национальному признаку и геноцид ингушского народа 23 февраля 1944 года и не менее кровавый геноцид 1992 года. Многочисленные убийства людей без всякого суда и следствия, нерешительность и неготовность органов государственной власти различных уровней ликвидировать последствия преступной политики в отношении целого народа. Но благодаря лучшим сынам и дочерям Ингушетии были и светлые моменты в нашей истории. Так Ингушетия, одна из первых из национальных образований Советского Северного Кавказа, ввела в употребление национальный алфавит на основе латинской грамматики. Появление государственности способствовало активному экономическому росту и культурному развитию Ингушетии, развитию науки и образования. Повсеместно открывались промышленные и сельскохозяйственные предприятия, основывались образовательные, научно-исследовательские, культурно-досуговые учреждения. В тяжелые для страны времена ингушский народ как один стал на ее защиту, объявляя священную войну Газоват и участвуя в самых сложных, важных сражениях от Брестской крепости до Сталинграда. Одной из славных страниц участия ингушей в Великой Отечественной войне стала оборона западных рубежей Ингушетии от Малгобека до Владикавказа, где благодаря активной помощи местного населения советскому командованию наконец-то удалось остановить продвижение фашистских войск и бесповоротно погнать их обратно. Недаром обоим ингушским приграничным городам были присвоены почетные звания городов воинской славы. Много чего еще было хорошего за это время, но самым главным явилось возрождение ингушской государственности. Благодаря усилиям многих достойных людей 4 июня 1992 года Верховным Советом Российской Федерации был принят закон о создании Ингушской республики. Народ с честью и достоинством выстоял сложное время и вновь начал строить свою республику. И наша с вами великая обязанность ее беречь и развивать. Уважаемые сограждане, пусть наша любимая Родина встречает свои дни рождения всегда сильным и благополучным, нацеленным на процветание региона. Всем жителям желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного труда во славу Ингушетии. Берегите, развивайте, дорожите нашей республики. Совет Тейпов Республики Ингушетия. Тағылғаметіл адырас. Тағыны ваша ДДВ, дальше государственности, в правительстве, в парламенте, в глава, в пандабат, едде техандяка, сентурдяка, фубаханды едде техандяка, сентябрь, активно ёбгай. Я деду, ему, халдуаху, тяхдуаху, едде ще долг чехал, деду, цедаче, тун баахетера, в пачару, глава воячу.
правительство, и парламент, нахер, детях нахер, мала бахан, нахер, дал марцак болды. Ve mort, ve letters, met wat je, ve republiek, met wat je, dier dal eto bakmaz. Her ne kaldı, din o kaldı, gold o kaldı, ve nettikli.